Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Немецкий писатель и журналист Леон Фейтвангер сказал однажды: «Человек талантливый, талантлив во всех областях». Яркий тому пример Зульфия Валеева, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Национальная культура – это очень емкое и широкое понятие, и оно включает в себя много аспектов. И поэтому мы сегодня в театре имени Карима Тинчурина общаемся с ведущей актрисой этого театра Зульфией Валеевой. Скажите, пожалуйста, а вот как у вас начиналось и вообще как у вас зарождалась любовь к национальной культуре? Кто ее привел вам? Любовь к национальной культуре, я думаю, что я росла с бабушкой, несмотря на то, что у меня и папа, и мама были. Я росла в городе, я казанская девушка, но тем не менее вот эта любовь к языку, любовь к песням татарским, любовь к национальной кухне, все это ко мне пришло через бабушку мою любимую. Я росла с бабушкой, родители были на работе, поэтому... И вообще я хочу сказать, что любой человек, где бы он ни служил, все его способности, какая-то его удача в этой настоящей жизни – это огромная благодарность всем тем поколениям, которые остались за ним. Это, как сказать, по-моему, Наталья Гундарева сказала в какой-то передаче, что все, что я имею, мой талант, мои способности, все, чем я владею, это все мне передалось от моих предков. Поэтому, наверное, они жили как-то где-то правильно, и они чему-то учились в этой жизни. Все эти способности, все эти на уровне генов, все это переходит. Я верю в это почему-то. И поэтому это не просто моя заслуга. И это заслуга. И я теперь понимаю, почему нужно получать благословение от родителей, почему татарларда говорят, это фатиха. Только с этим благословением, только с этой благодарностью к своим предкам твоя жизнь может сложиться удачно, так как тебе самой этого хочется. Вот вы так замечательно поете в ваших спектаклях, да, вот так проникновенно, душевно. Вот от кого вы это слышали? И какие ваши песни были первые татарские? Мои родители, папа и мама, они удивительно тонкие, они тонкой душевной организации люди. Папа играет на гармошке и на баяне. Мама поет, владеет каллиграфией, папа тоже красиво пишет. В гостях, когда еще была маленькая, мы приходили в гости к родственникам, там они вдвоем, как две звезды. Папа играет на гармошке, мама поет, все смотрят, хлопают. Видимо, все это я впитала с детства, глядя на них. Там и меня тоже уже просили спеть в детстве, и просили меня изобразить что-нибудь. Говорят: Зульфия, а вот походи как-нибудь, как нетрезвый человек ходит, уж мне так нравилось, и прям люди смеялись и хлопали. Все это на подсознании остается, и, наверное, уже какое-то появляется желание выйти на публику и что-то сказать. И потом почему-то случилось именно музыкальное училище. Почему сначала музыкальное Случилось училище? музыкальное училище, так как я закончила музыкальную школу. По-своему уже писала свои песни, дома сочиняла как композитор свои песни, но почему-то я боялась спеть это где-то. Хотя в школе после уроков музыки я садилась за рояль, и одноклассники окружали рояль, и я пела песни. Там и свои песни, и какой-то фольклор школьный был. Это я сейчас только вспоминаю, вот я уже забыла об этом. Я думаю, как вот все-таки путь прокладывается. Со школы тогда пела, музыкальная школа, как хоровой дирижер. Я закончила 2 факультета, как пианистка и хоровой дирижер. Вот. И также я еще владела каллиграфией, это, наверное, от природы. Я не училась этому нигде. Вот у меня у родителей, у папы, у мамы красивый почерк. Я думаю, наверное, и рисовала немножко. Думаю, наверное, буду художником. Не могла определиться с детства никак. Думаю, буду художником. Нет, люблю петь, наверное, буду петь. А вообще я любила оперное искусство. Вот почему-то в детстве я всегда слушала по телевизору и арии оперные, и оперы. Там редко это было. Мне нравилось. Я мечтала стать оперной певицей. Но, тем не менее, судьба сложилась так, что я оказалась в драматическом театре, и вот уже 27 лет, если считать, сколько я выхожу на сцену, 27 лет, а так 22 года, в общем, где-то больше, около 40 ролей, почитала я немного на днях. Вот, стала драматической актрисой.
В музыкальное училище я пошла почему? Ну, я понимала, что я люблю музыку, мне нравится. Когда я слышу музыку, все внутри как-то все откликается, все отзывается, нравится. Тут и могут быть и слезы, и эмоции. Это просто то дело, без которого я не могла бы жить. Вот. А в музыкальном училище, когда я уже его заканчивала, у нас на выпускном вечере был капустник. На этом капустнике я сыграла 4 роли. Я там изобразила завуча, какого-то педагога, с девчонками мы построили сценки. И после этого капустника ко мне подошла моя учительница Елена Степановна Фомина и на ушко мне шепнула. Она говорит: Зульфия, вы не хотите попробовать себя в театральном деле? Я ждала, наверное, этих слов. И поэтому я, ничего не сказав родителям, педагогам, которые мне уже проложили дорогу в консерваторию, к Семену Абрамовичу Казачкову на хоровое дирижерское отделение. Я ходила туда прослушиваться, и мне дали понять, что я, возможно, поступлю и буду там учиться. Но вот как-то хотелось уже выйти из хора вперед. Абсолютно правильное было шаг решение. Вперед Конечно. и прочитать стихи, спеть, сказать что-то, поплакать. И эмоции свои подарить И зрителю. главное находиться в своей культуре, правда? Наверное, да. Наверное. Потому что служить именно искусству вот своей национальной культуры. Мне кажется, это тоже очень воспитает, наверное. Совершенно да? верно. С детства мои родители, они посещали театр Камала и приносили оттуда буклеты, программки. И я помню, что она была в классе 2, маленькая еще была девочка. Я изучала портреты актеров театра Камала. И каждый так подробно. Почему-то так мне были близки эти люди. Вот всматриваясь в каждое лицо, вот до сих пор помню, я изучала Алсу Гайнуллину, мне она казалась такой красавицей. Она и сейчас, конечно, красавица, Согласна. да? Но меня что-то уже тянуло. Наверное, это была судьба, которая вот как магнитом, она просто тебя вела на твою дорогу, по которой ты должна пройти. Taşlarla dişe duran, buzlarla eride duran, paramlı dünyanın yaptırda duran, yağmurlasız. Yağmurlu sözüne anla, dilerini olmuyor. Babam, onu dileğe bana bulama. Temde yaralıp bir alıp varımda kimseden kumuyacağım şimdi kurbanlar. Sayıya hiç parmağım sana. Toplanma sebeplerinde bak. Bana bir kutu kitap, zil pay kalsın. Временсini bugün kıyaş ısı gelip durman. Appak kulnak giyip. Tümere dal yapmış beyle. Uğram şatını şılıp başa oturdu. Üzerine ilmirip para bir yağmur söz tutturdu. Bir yağmur söz. Когда спрашивают актера о его дебютной работе, обычно это какая-то роль отдельная на сцене, где в программке прописано твое имя, твой образ. Но я, конечно, считаю, что мой дебют на сцене — это первые шаги были в спектакле Нурихана Фаттаха и Тельсуа Катерур. Это был массовый спектакль. Он был особенный, грандиозный. Задействована была вся труппа нашего театра. И это были мои первые шаги. Именно в этот год я пришла учиться, так скажем, в театральный мир, в театральную сферу, деятельность в эту. Я играла здесь стражника. Нас было там много человек, 12, может быть, стражников. Мы были закрыты, видны были только глаза. Я стояла с копьем и с щитом. Но это было такое волнение, такой трепет. И мне казалось, что я видна, я заметна. И я выполняю очень важную какую-то роль в этом спектакле. В общем, вот таким образом первые мои шаги на сцене были вот с этого спектакля. Значит, и Тельсуа Катерур. Ну, а потом уже в 95-м году у меня была отдельная роль, так как я была первое мое образование — это руководитель хорового коллектива, дирижер хора, и поэтому именно, наверное, на меня была написана роль, образ Инжили Щинаевой. Тогда я еще обладала колоратурным сопрано. Все равно со временем голос он становится ниже. И была написана роль на меня и на моих однокурсников, где я появляюсь в конкурсе в татарском со своим коллективом хоровым. Это конкурс, и я там дирижер, я пою сольно и дирижирую, и мы тогда разложили народную песню «Апипя» в обработке Панкиной, мы спели на 4 голоса
с нашим курсом, с которым мы учились. Я вот с ним поработала как хормейстер. Все-таки не зря эти годы, которые я проучилась в музыкальном училище, они дали о себе знать. И потом еще в дальнейшем я в театре несколько лет работала хормейстером, помимо того, как актрисой. Самая главная роль, которую я считаю, которая принесла мне, может быть, признание и осталась надолго в памяти, это образ, о котором мечтает каждая молодая актриса, которая приходит в татарский театр. Это образ Сервер из спектакля Карима Тинчурина «Угасшие звезды». Самый любимый. 10 лет. 10 лет на сцене я выходила, имела счастье выходить в этом образе Сарвар. Театр – это синтез традиций и современности. Он отражает состояние общества. Тем более, если речь идет о национальном театре, в котором помимо сценических канонов сохраняется культура народа и его язык. Зульфия всерьез обеспокоена тем, как сохранить татарский язык и спасти свой родной язык от ассимиляции. К примеру, эстонцы и латыши отвечают на эстонском и латышском, даже если к ним обращаться на русском, хотя прекрасно понимают и вполне могут ответить на русском языке. Так они защищают свой язык от поглощения. Сейчас в нашей республике дело с татарским языком обстоит немного напряженно, как известно, да? Не так все, как бы хотелось на самом деле. Тогда, в 80-е годы, когда я училась в школе, татарского языка тоже было недостаточно. И почему-то эти уроки, их ставили или нулевым уроком, вот как сейчас помню, я приходила не к 8 в школу, да, а вызывали нас к 7 утра. И вот мы на нулевой урок в 7 утра приходили с этими книжками и просто вслух читали рассказы, сказки, стихи, даже какие-то анекдоты. Но вот учителя, они тогда были с таким высоким сознанием, чтобы сохранить татарский язык и культуру татарскую, детям ее передавать. Вот. И были такие дети, которые впитывали, слава богу, да, вроде бы вот я казанская девочка, но тем не менее вот и с учителями в школе, и с моей бабушкой. Вы знаете, Эльмира, мне кажется, я немножечко нащупала какую-то такую вот прямую маленькую тропинку к тому, чтобы речь сохранить, татарский язык сохранить, чтобы дети говорили на татарском. Это театр. Театральный кружок, я являюсь руководителем детского театра «Манзара» при 6-й гимназии. И туда приходят дети. Мы ставим спектакли на татарском языке. И ты знаешь, такой интерес большой. Наверное, они там больше развивают свою речь именно на этих занятиях, нежели на уроке татарского языка. У нас в Казани очень много школ, где работают татарские театральные кружки. Их обычно ведут учителя татарского языка. Поэтому уровень немножечко не тот, какой бы хотелось именно для уровня развития речи татарской, правильно? Но там, куда к этим учителям, героическим, я бы сказала, учителям татарского языка, представляется профессионал из театра, который знает азы театрального искусства, там это все уже становится на несколько ступеней выше. То есть приходит ребенок, который не знает языка, и он потом через пару лет уже заговорил на татарском. Совершенно верно. Потому что когда мы репетируем на сцене все время на татарском языке, это через эмоции заходит в твой речевой аппарат, так скажем, да, и в душу ребенка заходит. В общем, это такой хороший способ, чтобы сохранить татарский язык. Что вас побудило этим заняться? Безролье. Как ни странно, у меня где-то 8 лет практически я сидела без ролей в театре, а эта творческая, кипучая моя творческая энергия, она куда-то, видимо, искала выход. Я пошла в школу работать с детьми, и результат неплохой. Результат — это 3 гран-при на международных фестивалях и много вот на республиканских. Я очень люблю работать с детьми, сама этого не ожидала. Замечательно. Кроме театра и кроме вот преподавания, вернее, занятий с детьми, театром, вы еще и в кино тоже снимаетесь? Да, это еще одна
моя любовь. Вот, совсем недавно. В общем, он сейчас идет на экранах, фильм «Кире» на больших экранах. Мы имели счастье. Наш татарский кинематограф прорвался на российский, как это сказать, в российский кинопрокат. Фильм «Кире». В этом фильме также задействованы проблемы татарского языка. И это как-то совпало, снимался фильм 2 года назад, и все это совпало с этой проблемой. И мы это смогли подать через юмор, мы смогли это подать через такой как бы легкий материал, но с серьезным наполнением, с серьезным содержанием. Зритель принимает хорошо, я так рада. В этом году, в ноябре месяце, наш театр, не побоюсь этого слова, обогатился роскошной премьерой. Это «Три аршина земли» Аяза Гилязова в постановке заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан Ильгиза Зайниева. Поработав с Ильгизом Зайниевым, я поняла, как можно расти на сцене. И, конечно, я им благодарна за эту роль Шемс Гаян. Произведение легендарное, легендарного автора Аяза Гилязова. Оно было подвержено гонениям годами, начиная с 60-х годов. Вот в 62-м году он написал это произведение на литературных курсах в Москве. Этот спектакль ставили и в театре Станиславского в Москве, причем по звонку из Казани какого-то там партийного работника его сняли. Там затронута политическая тема, затронута судьба человека, Мирвали, которому досталось в наследство от отца, ну, так скажем, богатство, да, и во времена раскулачивания он неоднозначно повел себя, решил не делиться со всеми, да, и таким образом погубил все это добро, проклял деревню и уехал на чужбину. Возвращение человека на родину, когда ты уже прожил жизнь, оно всегда очень болезненное, очень, так скажем, трагическое, я бы даже сказала, да, и его преданная супруга. Вот эта супруга Шемс Гаян, роль которой я исполняю в «Трех аршинах земли», я эту роль ждала очень долго. Я даже думаю, что я, наверное, вот годами наполнялась, чтобы ко мне пришла эта роль. И очень верю в выражение о том, что роль тебе дает не режиссер, ты не сама выбираешь эту роль, а все-таки роль и образ, они находят актера и каким-то образом вот притягиваются и воплощаются. Я так в это верю, и вот эту вот роль, которую я получила, прям безумно просто счастлива, с таким удовольствием я ее играю, и я уже по возрасту подхожу к ней, да, такая возрастная, зрелая, мудрая женщина, которая предана своему мужу, которая, я бы сказала, что это такая великая татарская женщина, которая хранит судьбу своего мужа. Даже так. Вот. Постановка масштабная. Я бы сказала, что это фреска. Если выражаться художественным языком, это фреска. Художник Геннадий Скоморохов, композитор Эльмир Низамов. Он сочинил такую музыку великолепную. Я даже, когда первые аккорды услышала, я думаю, это же какой-то наш классик, наверное. Кто-то там Ярулин или там Музафаров, может быть, даже Жиганов. Это Эльмир Низамов. И он нашел именно интонации, правильные мотивы, правильную аранжировку для этого спектакля. В общем, как-то все сошлось очень гармонично, очень красиво. И главное, что это очень зрелищно и для зрителя очень интересно. Насколько зритель сейчас внимателен к театру, к национальному театру? Потому что это как раз то, где можно приобщиться к национальной культуре. По статистике наших театральных критиков, я как-то слышала, что всего лишь 10% населения, где бы то ни было, в каком бы то городе ни было, посещают театры регулярно. Всего 10% Эльмира, понимаете? Вот. А остальной зритель, он приходит изредка, может быть, даже случайно.
или кто-то его приводит вот таким образом, да. И тем не менее, я хочу сказать, что с начала этого сезона в театре, в нашем театре ни на одном спектакле не было зрителя, как сказать, недостаточного количества. Это обязательно полный партер. Это через одну всегда практически аншлаги в театре. Это, знаете, это очень приятно, очень радует, и я думаю, что все идет к большому развитию национальной культуры нашего театра тинчуринского. Это само по себе наше здание очень театральное, оно намолено просто с такими талантливыми актерами, которые ушли, которые существуют сейчас, и сколько здесь было представлений. Во время войны здесь и оперный театр служил, здесь и был и Камаловский театр, да, и сейчас наш Тинчуринский театр. Я считаю, что наше здание нашего театра — это какое-то просто сокровище для всей нашей национальной культуры. Сама история. Да, сама история, да. А если затронуть уже тему наполнения внутреннего театра, да, 85 лет истории Тинчуринского театра. Это не шутки. Это действительно дорогого стоит. Это нужно оберегать, охранять. Это нужно, сказать, поддерживать и растить в дальнейшем. Роль женщины в татарской культуре, она особая. Вот можно мы об этом поговорим чуть-чуть? В татарской культуре? Да. Да. То есть вот женщина, она какую роль занимает вообще, татарская женщина в семье, в обществе? Я не хочу умалять достоинств женщин любых разных национальностей. Женщина — это вообще существо космическое, непонятное, странное, да, но роль татарской женщины и вообще сама по себе татарская женщина, она какая-то особенная. Наверное, она, знаете, какая? Это идет испокон веков, когда надо было все уметь. Татарская женщина может выполнять любую работу мужскую, любую работу. И при этом она должна создавать внешний облик того, что у нее все легко, она весела, она легка, она интересна своему супругу. Допустим, вот моя последняя роль Шамсы-Гаян — это роль из классического произведения. Молодая пара покидает деревню по воле мужа. Они уезжают из родной деревни, из любимой родной деревни, родных краев, они уезжают на чужбину. Они живут там 38-40 лет, практически 40 лет. Жена заболевает. Она просит мужа вернуться на родину, домой. Но муж, он категорически против, потому что он там наломал дров, добро погубил, с односельчанами испортил все отношения, да, грубо говоря. Вот, но в конце последнее желание жены. Как это называется? Завет. Он говорит: я хочу в деревню, похорони меня там. И ему некуда деваться, он жену везет, сначала она живая, да, в поезде едет, а потом уже там буквально 50 километров остается, она умирает, и он на телеге везет ее в деревню, чтобы похоронить. И тем не менее встреча с односельчанами неизбежна. Я хочу сказать о том, что Шамсы-Гаян, которую я играю на сцене, да, она очень сильно отличается от той женщины, вот от Зульфии, которая сегодня живет в 21 веке, сейчас. Я понимаю, что сила любви, она такова, что можно терпеть все. Раньше татарские женщины, они, наверное, очень-очень сильно должны были себя сдерживать, должны были глотать очень многое, да, какого-то негатива даже от супруга, очень много терпеть. Сейчас современные женщины изменились. Они стали более самостоятельные, они стали принимать решения. Конечно, остается хитрость женская, когда ты должна вести себя так, что это решение принимает твой супруг. Должно хватить мудрости, чтобы в семье, при детях все понимали, что глава семьи — это мужчина, твой муж, и занимать правильно свою роль, да, в семье. Это остается до сих пор. Наверное, это общая черта той татарской женщины, которая жила в 20 веке, да, в начале 20 века. И мы сохраняем эту черту. Да, это... Зульфия очень светлый человек с богатым внутренним миром, красивая женщина. Наверное, секрет ее красоты в том, что она сама умеет видеть прекрасное в обыденном. Словно вне стремительного потока жизни несет образ татарской женщины.